Радует, когда человек владеет ремеслом. Вдохновляет, когда ремесленник становится мастером. В деревне Еремеево Троицко-Печорского района я познакомился с умельцем-лодочником Вячеславом Ефремовым. О нем в 2020 году печатали в известном республиканском журнале «Авиа». А теперь появилась возможность не только прочитать, но и послушать, посмотреть, как изготавливают традиционные лодки в верховьях Илыча. А грузоподъемность какая-то лодки? Грузоподъемность это тонну, там где-то килограмм 800 возьмет, хорошо. Килограмм, тонну, да? Тонна 800, Тонновая почти 2 лодка, тонны. да. Почти 2 тонны. Это 9-метровка. Все. Если делаешь под большую лодку, будет больше брать. Ага. Вон это 8-метровка. Ага. Расчет на 500 килограмм примерно. Вы, может, помните какую-то историю? Я вот видел фотографию, что вот такую лодку заполняли рыбой. Столько рыбы поймали. Такое было реально? Реально, раньше было, сейчас нет. Угу. Сейчас реально такую лодку рыбой заполнишь, на всю жизнь сядешь. И еще лодку отберут. Все отберут. Лодки на Илыче делают из древесины хвойных пород. А состоит она всего из нескольких частей. Кокоры, вот это низ лодки получается, упругов, железных листов, привальных досок. Первоначально на Илыче судна изготавливались целиком из дерева, но со временем бока лодки стали делать из жести. Так лодка служит дольше и весит легче. Кокора – основной каркас. Качественное выполнение этой главной части и определит долговечность судна, его надежность и прочность. Упруги вырезаются в форме дуги. Размер дуги обозначается в зависимости от желаемого размера будущего изделия. По бокам лодка обшивается жестяными листами. Для укрепления конструкция скрепляется привальными досками, которые могут быть изготовлены из сосны. Для изготовления кокоры требуется ровная мощная ель или кедр. Хороший загиб у корня послужит основой для всей лодки. Это корень сосны? Нет, елки. Елки. Да. Ага. Это, например, по размеру жести прикидываешь, да, и забьешь, будет сюда. Это с этой стороны подгоню. Будет это. Тоже надо подгонять. Дерево для лодки срубают в период убывающей луны. Тогда оно менее всего напитано влагой и легче весит, прослужит дольше, будет меньше подвержено сколам и трещинам. По словам лучших мастеров лодок деревни, дерево, сваленное 18 декабря, самое сухое. Штилем пилите? Да. Угу. Это все вручную. А раньше? Ручную, без пилорамы. Ну, ручную. Вот так ровно ручную? Да. Штилем, да? Угу. А раньше топором долбили? Конечно. Вы тоже это застали, когда долбили топором? Я не достал, но это было такое дело. Так, дождь ливанул, прячемся под крышу. А лодка сколько стоит? Вот эта лодка, например? Это штук 50. 50 штук. И сколько примерно держится лодка? Лет? Лет 15, это если хорошие руки. Угу. Лет 15. Надо ухаживать, надо промазывать. Вот что для Троицко-Печорского мужика, вот для еремейца лодка значила? Фу, блин. Это жизнь полная. Без лодки нету жизни. Короче. У нас единственный транспорт, вид транспорта. В дальние села Троицко-Печорского района летом по реке на лодках доставляют продукты, груз. Река Илыч быстро мелеет, поэтому большие катера не проедут. Выручают только такие деревянные лодки. И очень жалко, когда они ломаются. Вот, например, был случай. А эта лодка ехала вниз, вторая заехала сюда. Все чуть-чуть не перевернула, короче. Короче, искупались все. Потом подтащили Приуральский. А почему так случилось? Не видели? Темно? Ночью Ночью? ездили. А как ночью ездить? Надо же как-то что зажечь. Ночью ездили. Фары надо зажигать. Фонарик обычно зажигают. Обычно по верхушкам деревьев ездишь. Без фар. Без ничего. Отдельное внимание уделялось подготовке смолы для защиты лодки от влажности и трения.
О работе самогонного аппарата мне подробно рассказали в прошлом году в деревне Чернобурская в Вижемском районе. Сирба, Будистан, так, ротнаске жоготло. Я лестен рабитис, та ватисна Канев Егор Михайлович и Чупров Яков Тимофеевич. Октаснус, да еще пожемся, или кудистан пенек ясы, подкедласнус. Есть разные, и пучка сюяласнус стався. Пучка сюяласнус. Есть бык ясы сломтен. И став сирва сюкарцяс, есть труба кузят тему-наса. Пока еще ни одно современное средство защиты от влажности не смогло заменить смолу. Пришло время завершать короткий ролик о изготовлении лодок. Напоследок скажу. Запомните, лодка на ком языке пыж, весло пеус. Благодарю за просмотр. Понравился ролик? Поделитесь с друзьями. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите большой ролик про Троицко-Печорский район. Сестры, братья,